Модернізація на одной з 5 молочно-товарних ферм у Остромечьеве почалася год тому. За этот час побудовали 2 новых коровника и новую доильную залу. На сегодняшний день у нас уже 2600 дойного стада. Планируем расширить до 3000. Для этого было принято решение специалистами расширить вот существующую ферму Остромечьего. Здесь было дойного 500 до 1000 голов. Мы приняли решение построить еще 2 сарая дополнительных, поставить новый доильный зал для того, чтобы увеличить поголовье скота, соответственно, и производство молока. Господарка стала третьою в области, где з'явилася новая доильная установка «Карусель». Яна дозволяє значно скоротить термін доения и повеличить выпрацовку. Подлічено, что за 12 минут, а менавіта такі цикл «Карусели», корова полностью выдается. За час тут проходит амаль 200 голов. Изначально, когда мы ходили готовиться на ту, получается, на ту параллель, там вообще другая технология, другие аппараты. Пришли сюда, посмотрели, как-то сразу было стрёмно, страшно. Сама технология подключения другая. Справились. З доильної зали молоко одразу трапляє у сховище, де уважливо і строго сочить за температурним режимом заховування свіжого продукту. Штогод у господарці надоюють каля 20 тисяч тонн молока, амаль 77% гатунка екстра, остатнє – вышейшего. Постепенно генетика улучшается. Мы начинали, когда-то у нас было и 3800, долгое время было 4500, потом 5, 6, 7, 8. Вот. Это все идет в результате направленной работы специалистов хозяйства, селекционной группы, опять же кормление. Молочна живілогадовля у ліку ведучых галін рэгіёна. Больш за палову усёй вырашкі у яе дае рэалізацыя малака. У гэтай галіне мы лепшыя ў рэспубліцы, таму праграма мадэрнізацыі, якая пачалася больш за 10 гадоў таму, палітыка мэтанакіраваная. За гэты час у рэгіёне узнавілі больш за 350 молочна-таварных ферм. Падлічана, што магутнасці перапрацоўчых прадпрыемстваў рэгіёна могуць прыняць яшчэ амаль палову той сыравіны, якая зараз трапляе на заводы. Для таго, каб планы атрымалі ўвасабленне, праз 3 гады агульны вал малака павінен скласці 2 мільёны тонн, а колькасць пагаловья павелічыцца до 300 тысяч коров. Продуктивность дойного стада должна возрасти до 6200 килограмм на корову. В этом году мы ожидаем где-то на уровне 5750. Поэтому вот в комплексе всех мероприятий, которые направлены на достижение этих показателей, модернизация молочных комплексов и молочных ферм, конечно, это основа. Асаблівая увага кармавой базе. Ад якасці рацыёну буронак залежыць амаль 50% их продуктивности. Поставлена задача уже в этом году все корма, которые мы готовим, это речь идет о силосованных кормах, это сенажи, силоса, зерносенажи, хранить только в специализированных траншеях. Поэтому на этот год у нас запланировано строительство порядка 250 недостающих силосных траншей. Но эта работа будет продолжаться. У наступным годзе в области плануецца модернизовать еще 18 молочно-товарных ферм. Евгений Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».